Новый, современный, безопасный и соответствующий мировым стандартам реанимобиль класса С пополнил автопарк перинатального центра. С его помощью новорожденных, находящихся в критическом состоянии, можно будет транспортировать между клиниками республики и в другие регионы. Спецмашина оснащена мощным оборудованием и даже позволяет в дороге выполнять интубацию и другие манипуляции. Подарок от благотворительного фонда «Сафмар» Михаила Гуцериева подгоняют к перинатальному центру. Долгожданный реанимобиль, который играет огромное значение в спасении маленьких пациентов. Его появление позволит улучшить сервис неотложной помощи, ведь перевозка пациентов представляет определенную угрозу, и автомобиль должен быть высокого качества для избежания любых рисков. Центром, в который госпитализируются, транспортируются все новорожденные дети с тяжелыми заболеваниями, недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. У нас для этого есть реанимационное отделение, которое первый этап выхаживания, в котором проходят эти дети, и отделение патологии новорожденных, где они проходят второй этап выхаживания. Соответственно, по маршрутизации из районов Малгобекского района, Сунжинского района дети поступают к нам. Естественно, эти дети транспортируются на реанимобиле, и очень важна поддержка витальных функций детей в период транспортировки. Старый реанимобиль перинатального центра приобрели в 2017 году. Для оказания высококачественной помощи его оснащение было недостаточным. Комплектующие оборудования значительно износились за 5 лет. О необходимости замены узнал глава Ингушетии. Еще в начале года Махмуд Али Калиматов посетил республиканский перинатальный центр. Тогда коллектив озвучил свои пожелания и поделился испытываемыми сложностями. В первую очередь забота о пациенте, о наших маленьких пациентах, доношенных, недоношенных, которые нужно транспортировать. И в первую очередь это безопасность. А машина должна быть безопасная. Это первое, то, что мы ставили в задачу. Новый реамобиль. Решение вопроса не заставило себя долго ждать. Махмуд Али Калиматов обратился к меценату Михаилу Гуцериеву. Вскоре представители благотворительного фонда «Сафмар» связались с перинатальным центром и выразили готовность помочь. Глава нас поддержал, услышал нас, за что ему огромное спасибо. И наша проблема, как мы понимаем, на сегодняшний день была озвучена Михаилу Сафарбековичу. При выборе автомобиля фонд «Сафмар» учел все пожелания реаниматологов. Медики хотели именно реанимобиль марки «Форд». Он надежный и мягкий. И попросили изменить комплектацию машины, дополнить необходимым оборудованием. Стоимость более 16 миллионов рублей. Главным преимуществом его считают кювез для перевозки новорожденного последней модели. Он обеспечивает нам оптимальный температурный баланс и баланс влажности. Потому что у новорожденных детей, особенно недоношенных детей, эти функции отключены, они пока не развиты, они не умеют сами это поддерживать. Здесь очень богатая палитра настроек, самые тонкие настройки, которые вообще можно представить, там есть. Также в реанимобиле установлен аппарат ИВЛ высокого класса. Он позволяет соблюдать все требования по режимам, подбирать максимально комфортные параметры вентиляции. Вот за мной находится здесь транспортный вентилятор. То есть этим вентилятором реаниматолог выездной команды сможет выйти из реанимобиля уже. Вот здесь мы посмотрим, подождите. Смотрим, здесь есть у нас баллон кислородный, есть сам непосредственный вентилятор. Здесь у нас будет подача кислорода, подача воздушной смеси под необходимым нам давлением. И уже ребенок не будет отключен от вентиляции ни на одном этапе перевозки, и в самом в роддоме, и до момента перевозки его в машину. И, соответственно, дальше он комфортно будет переложен уже на наш такой аппарат вентиляции. Благодарность главе Ингушетии и Михаилу Гуцериеву выражают сегодня всем коллективам. Отмечают, что приобретенная спецмашина представляет большую ценность не только для них, но и для всего народа. Ведь именно здесь они борются за жизнь тяжело больных малышей, за которыми будущее региона. Благодарны и благотворительному фонду, который Сафмар во главе с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым, благодарны нашему главе, который нас послушал, как всегда, не пошел, да, послушав, а выполнил человек слово. Наши сотрудники благодарны, наши, самое главное, пациенты благодарны. Я бы хотела поблагодарить от имени всего перинатального центра, особенно детской службы перинатального центра, фонд «Сафмар» и непосредственно руководителя фонда «Сафмар» Михаила Сафарбековича Гуцериева. Ну и сказать огромное спасибо главе республики Махмуду Али Макшариповичу
Климатова, что он нас всегда слышит и поддерживает нас. Это далеко не единственный случай помощи, которую Микаил Гуцериев оказывает больным и инвалидам республики. Благодаря его фонду «Сафмар» приобрели и первый амбулифт для аэропорта Магаз. В этом оборудовании воздушная авиагавань нуждалась со дня открытия. Жители республики, гости, все пассажиры, вылетающие ингушскими рейсами, испытывали большие проблемы с перевозкой больных с ограниченными возможностями здоровья. Приходилось группой людей на руках поднимать их по трапу. Теперь эта проблема осталась в прошлом. Амбулифт стоимостью более 15 миллионов был приобретен этим летом и передан в дар авиагавани. Он изготовлен с учетом технических требований аэропорта Магаз, позволяет обслуживать средние и дальнемагистральные самолеты всех типов. Амбулифт существенно обезопасил посадку людей и облегчил подготовку к рейсам работникам аэропорта. Диана Дударова, Джамалил Султыков. Новости 24.